Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто из-за вас сейчас страдает? У кого сердце рвется на части и глаза на мокром месте? А давайте посмотрим, вот кто это такой и в чем суть этих страданий. Просто загадайте на себя, ни о ком не думайте, никого не вспоминайте, просто спросите, кто по мне страдает, либо из-за меня страдает. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Ой, ну здесь и мужчину показали, и женщину показали. Вы знаете, два человека. Отсыпочка общая, в принципе, может быть и сразу два человека. А может, у кого-то мужчина, у кого-то женщина. Ну, давайте начнем с мужчины. У мужчины, я так скажу, да, этот мужчина сам виноват в своих страданиях. Вы для этого мужчины в свое время свое сердце открывали. Ну, по крайней мере, вы давали ему возможность себя проявить. Вы давали ему шанс быть рядом с вами. А мужчина, как та собака на сене, да? Круть-верть, непонятно, что надо. То лег, то встал, то убежал. Вот. Мужчина для вас, конечно, сейчас это как пройденный этап. Вы его уже давненько вычеркнули из своей жизни. И разочарованы в нем. А мне вот кажется, что этот мужчина красиво стартанул, да, там начал ухаживать, добиваться, обещать, да. Но обещать не значит жениться. А потом в один момент он поменялся в лице, либо в принципе не менялся, а просто взял и куда-то пропал. Без объяснения. Как говорят, ушел по-английски, не прощаясь. И тем самым, да, заставил вас много о себе думать, задаваться и мучиться вопросами, а что, собственно говоря, случилось, а как этот такой красивый мужчина взял и сдулся, да? Вы даже и переживали грешным делом за ним, да? Вы думали, мало ли там случилось что непредвиденное, да, трагическое. Вот, даже там пытались его найти, разыскать, ну как бы сердце не на месте было. Вы добрая женщина, вы женщина, которая очень сентиментальная, и вы там разное думали. Вам и в голову не приходило, что мужчина в один момент вот так вот развернется и куда-то исчезнет, убежит, уедет. Да? Ни с того, ни с сего, как говорят, с бухты-барахты, да? Взял и исчез. И потом вы стали на него злиться. Вы когда узнали, что с ним все в порядке, что он просто не хочет общаться, либо игнорирует вас, вы разозлились на него, ну, конечно, вы имели право. Это очень некрасивый поступок, это вообще как-то не по-мужски, это даже как-то не по-человечески, да, так себя вести. Ну, это он за вами начал бегать, это он начал ухаживать, это он вам любовь и обещал, и предлагал. А потом раз, и как ветром сдуло, да, корова языком слезала. Вот прям обидно вам было, обидно, и вам даже хотелось его проучить, а потом вы думаете, не буду пачкать свои прекрасные ручки об эту вонючую какашку. Да? Не заслужил, не заработал он, чтобы вы еще его и наказывали. Вообще тратили свое время на то, что там, думать о нем, да? Либо что-то делать в его сторону. Вот. У вас там прям целая буря эмоций. Сначала вам было тревожно и страшно, да? Вы переживали. Потом, когда правду узнали, ошарашены были, шокированы, возмущены. А потом злились на него. А потом просто взяли и как ножницами чик и отрезали. Да? Как будто бы и не было. Все. Вы, кстати, очень как-то себя в руки взяли так, да, и прям заставили себя забыть его, да, либо не думать, не реагировать. Это, кстати, говорит о том, что у вас очень сильный характер. Просто невероятно сильный. И ну, обычно люди, девушки, женщины так не умеют, а вы умеете. И это прям волевой характер, да, не каждому дано. А вы взяли и сделали. Так вот, сейчас этот мужчина по вам страдает, из-за вас страдает. А страдает он потому, что
правду узнал. А вы знали, что этого мужчину по поводу вас очень жестоко обманули? Хотя это не оправдание, никто его оправдывать не будет. Был бы он нормальный мужчина, адекватный, с головой бы дружил, он бы в ложь не поверил. Он бы вообще не позволил кому-то о вас говорить такие вещи. Он бы сразу в глаз бы дал, либо в челюсть, да, рот закрой, да, ты зачем о моей женщине такое говоришь? Ты что, жизни лишиться хочешь? Да? Вот был бы он настоящим мужиком. А этот какой-то, знаете, тюфячок. Ему начали говорить, и он и уши распустил. Знаете, этот чебурашка. И ему там такое наговорили, таких ужасных вещей наговорили. А он вместо того, чтобы, опять же, возмутиться, послать бы или пойти и все прояснить, он просто взял и поверил. Просто взял и поверил. Я говорю, лопух какой-то. Лопух настоящий, стопроцентный, краснокнижный. Просто взял и поверил. А наговоры шли от женщины. И женщину эту вы прекрасно знаете. Эта женщина, она какую-то роль в вашей жизни и играла, и, возможно, играет по сей день. Я-то понимаю, что не самую лучшую, да, роль злодейки, скорее всего, она играет, что у вас такие вот непримиримые с ней отношения. Я думаю, что эта женщина и сама удивилась, насколько тупой мужчина, и что он так вот прям сразу ей поверил во все ее вот эти фантазии, наветы, наклепы. Вот. И тут она, наверное, разошлась, и давай там по-всякому вас грязью обливать и пришивать к вам всякие грязные истории. Вот. Ему там говорили, и говорили много, и даже несколько раз я вижу, что они разговаривали. И у этого мужчины, вот как ни странно, да, ни разу не возникла мысль прийти к вам и разобраться. Он как-то обиделся, он как-то зажался, он такой, что? Как это так? А как это я чуть жертвой ее не стал, да? Она бы меня тоже использовала, а она бы то, а она бы сё, да? И он прям как это рак-отшельник, да? Забился в свою эту ракушку и запаковался в ней. Все, да, ему болело. Но болело почему? Потому что в ложь поверил, потому что дурачок, потому что ничего не хочет проверять, потому что критическое, логическое мышление напрочь у этого мужчины отсутствует. Вот знаете, нету. Просто нету. Когда Боженька раздавал мозги, он явно где-то вот задержался. Не то чтобы последний был, он прям не попал в эту очередь. Он ее, наверное, не нашел, эту очередь за мозгами, за логическим, критическим мышлением. Вот поэтому, да, вот у него такая жизнь. А теперь он страдает. Потому что он правду узнал. Он узнал, что это все было вранье. Он узнал, что это в его глазах добрая женщина, которая его просветила, врушка, что она ваша соперница, либо ваш враг. И что она просто наврала. А он с такой готовностью, знаете, как какой-то отрок, да, поверил и прям пострадал там, да, от ваших якобы действий. А на самом деле он разрушил отношения, которые могли бы стать самыми счастливыми в его жизни, единственными счастливыми, которые могли бы изменить его жизнь радикально, развернуть на 180 градусов в сторону счастья, любви и благополучия. И с каким лицом ему сейчас к вам идти? Что говорить? Как объяснять? Да? Вот теперь загвоздка, вот теперь он и страдает. Страдает он, потому что не знает, как вас теперь назад вернуть, с чем прийти, что сказать, с чего начать, как вообще добиться встречи с вами, да, станете ли вы, в принципе, его слушать после всего этого ужаса, который из-за него вы пережили, из-за его этой тупости и глупости. Что ему сказали? То, что вы порочная женщина, что вы деньги любите, что вы людей обманываете, что вы 1001 любовника имеете, что у вас какие-то болезни нехорошие есть, которые вы, конечно, не афишируете, но вот ходите и бедных мужчин прям пачками
этими батальонами заражаете, понимаете? Вот такое говорили. Говорили в то, что нормальный человек никогда бы не поверил. Да? Человек бы сказал: в смысле? Ты вообще о чем? Ты вообще о чем? Ты кто такая? Да? Нормальный бы не поверил, а этот дурачок поверил. И сам лишил себя своего собственного счастья с вами. А вы ему звездой удачи были в жизни. Вот прям, я не знаю, чем он, конечно, это заслужил. Может, он какую-то бабушку там спас, либо ребенка спас, либо котенка спас. Но вот вы ему были звездой удачи. А он просто взял и лишил себя этой удачи. Да? Сам, по собственной тупой воле он это сделал. Конечно, ему нет никакого оправдания и, конечно, нет никакого прощения. Аргумент, что меня обманули, это вообще даже и не аргумент. Это просто факт, да, что мужчина тупой. Да. Сейчас тебя обманули, там, через год тебя кто-то другой обманет. Да кому ты нужен такой глупый? Мозги вообще не на месте у этого мужчины. Вот. А сейчас, да, он лихорадочно думает, заламывает руки, а что же мне делать, а как мне быть, а как мне ее вернуть, а с чего начать, прийти с цветами, там, дождаться у работы, кого-то попросить, чтобы помогли, там, упасть на колени, либо плашмя на землю, вот как мне поступить, да, вот у него такие мысли. Он думает о вас каждый день, причем не просто там в какое-то определенное время, он думает о вас, ну, буквально 24/7. И сердце у него плачет. Плачет не из-за его глупости, а из-за того, что он не может придумать, как вас вернуть. Как вам такой поворот? Это же просто что-то с чем-то. Я даже не знаю. Но мне его совершенно не жаль. Мне жаль вас, что вы стали жертвой клеветы и жертвой тупого мужика, который в эту клевету поверил. Вот это, честно, жаль, да, что с вами такое произошло. А его совершенно не жаль. Ну, тупым родился и по-тупому и удачу свою упустил. С вами бы он, конечно, очень многого добился и жил бы, шиковал. И все бы у него было. А теперь, кому он нужен? Кому нужен валенок? Никому он не нужен. Зачем кому-то валенки, если есть классная обувь, да, везде продается, на любой вкус и цвет. А валенки никому уже не нужны, правильно? Так, сейчас посмотрим, что же он тупой-то такой у вас, а? Он сам упустил свою удачу. Все, корабль ушел. Клевер с собой забрал. Мог реализоваться рядом с вами, либо только лишь с вами он мог стать успешным и реализованным. Но все, башня. Вот как ни крути, башня. Будет одинокий. Одинокий, причем, я так понимаю, до конца своих дней. Может, и будут какие-то попытки с кем-то другим построить отношения, но там женщины будут видеть, что он туповатый, и будут говорить: ты иди ты, кому ты нужен, зачем ты нужен, да? С таким-то интеллектом и с такими-то способностями. Да, он мучается не потому, что он виноват, а потому, что он не может придумать, как теперь вас назад вернуть. Скорее всего, вы его тоже везде заблокировали. Возможно, вы и номер телефона поменяли, возможно, вы и переехали, либо, ну, может, вообще как-то изменили все в своей жизни. И вот он мучается и не может придумать. А видите, как совесть не мучает, да, за то, что в обман поверил. Он ужас испытал от того, что понял, что ошибку совершил, но совесть, что он был неправ в отношении вас, его не мучает. Ну, девочки, теперь вы знаете ответ, куда пропал вот этот чудесный мужчина и почему он так резко пропал. Вот. Ну и можете себя, наверное, получше почувствовать, зная, что сейчас ему не до покоя, да, и сейчас он весь в муках, страданиях, как вас вернуть. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина будет делать попытку вернуть вас обратно. То есть попытку даже не просто вернуть, поговорить, да, встретиться. И, ну да, он наберется наглости, он наберется смелости. Ну, тупые они, наглые, смелые. Придет и прям будет предлагать, типа от чистого сердца, да, с наивными глазами, что, дескать, ошибочка вышла, а теперь я правду узнал, а давай-ка мы, типа, еще раз начнем сначала.
Вот. Ну, как будто бы это так просто, да, стереть там память, обнулиться. Да, вас это тоже, кстати, может поразить, но у вас уже нет к нему тех чувств, которые были раньше, и вы уже на него смотрите, как оно есть. Да? Плюс еще и правду узнали, что там случилось на самом деле. Вот я бы его не простила только лишь за то, что он стал слушать ложь про вас. Да? Даже не усомнился, что это может быть ложь. Вот. Обидно, конечно, противно. Ну, и такое в жизни бывает. Да? Это тоже опыт для вас. Опыт, который вы прожили. Опыт, который уже зарубцевался. Но все равно как бы он есть. Он есть и никуда уже не деться. Да, будет делать попытку. Кстати, может и не одну. Может, вы его там с первого раза увидите, перейдете на другую сторону дороги, да, либо в принципе не дадите ему возможности говорить. Он через время, либо там буквально на следующий день еще раз появится, да. Ну, не понимает, он ничего не понимает, он такой: мне надо, и я буду идти. И нет бы, да, действительно там, рассказать, как было, да, там повиниться. А этот даже начнет, что давай попробуем еще раз. Я теперь знаю правду, да, давай попробуем еще раз. Ой, кино и люди, да. Конечно, бывают разные персонажи, а этот какой-то особенный. Я такого давно не видела. И надеюсь, что больше и не увижу такого персонажа. Так, теперь переходим к женщине. Женщина, возможно, кстати, это клеветница, да, сплетница, а возможно и нет. Я сейчас вам расскажу про нее, а вы поймете. Здесь женщина, которая считает себя какой-то прям невероятной красавицей, умницей, что равных ей нет. Еще она считает себя какой-то заклинательницей, ведающей, не знаю, ведьмочкой, кем-то себя она там считает, причем непонятно по какому праву, как она к такому выводу пришла. В общем, считает, что она такая прям мощная, да, сильная, что все там должны трепетать и бояться, что нужно там падать ниц, когда она появляется, что она там любого, да, перегрызет, сломает, баранку скрутит. У нее какое-то это чувство собственного достоинства, либо, не знаю, уверенность в себе, она просто зашкаливает. Нереально зашкаливает. Может быть, она была избалована в семье. Допустим, одна дочка в семье, и там над ней родители порхали, с ложечки кормили там до 30 лет, грубо говоря. И она такая, что весь мир мне должен. А я типа украшаю этот мир. Да? Вот такая единственная и неповторимая. И эта женщина, она привыкла, что никто ей там поперек ничего не скажет, что отказа нет, что она все, что хочет, то и получает. Но я вижу, что за историю ваших взаимодействий и отношений вы как будто бы несколько раз жало прищемили. И прищемили прям очень сильно ощутимо. Так что она там выла просто. Выла. От боли, от стресса, от неожиданности. И от того, что есть кто-то круче, чем она. Да? И гораздо сильнее, чем она. Возможно, у вас какие-то там с ней напряженные были моменты там на работе, допустим, в одном коллективе. Возможно, по соседству. Возможно, это некая конкуренция, либо соперничество в личной жизни. Возможно, это даже чья-то свекровь. Я даже такое могу предположить. Но вы очень технично и очень мощно несколько раз прищемили ей жало, а крайний раз буквально чуть ли не оторвали. Там, буквально там на волосиночке осталось. И ее это разрывает изнутри, потому что именно вы, когда появляетесь, она сразу же уменьшается, скукоживается, и корона с нее просто чум, как петарда, и улетает. И, конечно, ей это неприятно. Представляете, вы ее зеркало, настоящее, не кривое, настоящее зеркало. И когда она смотрится, да, в это настоящее зеркало, когда она смотрит в ваши глаза, она видит свою ничтожность, мелочность, свою несостоятельность, свою эту раздутую гордыню, эго, да, и
видит, как это все там плесенью покрылось, да, как оно все сдувается, скукоживается. Вот что она видит. И именно это она вам простить не может. Даже если у вас там соперничество за мужчину было, либо есть, то ей не мужчина нужен. Ей нужно самоутвердиться, да, через то, что переступить вашу голову. Но вы ей никогда не позволите это сделать. Если она и попытается переступить через вашу голову, да вы же ей ноги вырвете. И переступать уже будет нечем. Вот, она это понимает, и ей это болит. Конечно, она из-за вас страдает. Тут женщина могла пойти на какие-то даже меры, допустим, пройти обучение у какого-то мощного мага, да, чтобы вас там испортить, да, порчу на вас навести, либо какое-то проклятие, заклятие на вас наложить. Там пошла, потратила кучу денег. Ну, понятно, что ее обманули. Вот. И она там пыталась, и она там ритуалила. И что она только не делала. А вы и дальше живете, еще и процветаете, еще и улыбаетесь, и еще у вас и обновления в жизни идут, и выглядите вы шикарно, и вам хоть бы хны, да? А она, значит, и деньги потратила, и силы, и энергию, и непонятно чем занималась. Вот. Разочарование, да, сплошное разочарование. Ваше присутствие где-то рядом ей буквально физически болит. Вот она испытывает физическую боль, когда она вас видит, когда о вас говорят, когда она о вас думает, когда она вас вспоминает, да, когда вы ей снитесь, а вы ей снитесь, да, потому что вы для нее триггер. Она испытывает прям физическую боль, настоящую физическую. Мне вот, знаете, кажется, что у нее как живот как-то скручивает, как эти кишки в животе вот закручиваются. Вот живот и чуть пониже, да, вот там у нее болит. Боль, вот это вот как спазм даже какой-то, наверное, идет. Не знаю почему, но вот показывают именно это место. Да, мои хорошие, вот такая вот ненормальная, да, сумасшедшая и очень злобная женщина. И вот она так себя ведет, и она такими вещами занимается. Она же приходила несколько раз к вашему порогу. И что-то то поливала, то подсыпала, то обкидывала чем-то. Что вы находили? Вспоминайте. Какие-то подтеки, какие-то крошки, какую-то грязь странную. Только кладбищенская была. Да? Но вы не пугайтесь. Она как бы никчемыш. Никакой силы у нее нет. Это ее фантазии. А земля, она везде земля. И неважно, на клумбе либо на кладбище. Если ее не зарядили, если ее не подготовили, то работать она не будет. Какой-то еще песок у кого-то был. Какашки какие-то вижу у животных. Иголочки, перышки. Да, всякое носила. Всякое. И кто машину водит, вам поцарапали, это она поцарапала. Но ее вспугнули. Вообще она хотела что-то более худшее сделать, но ее вспугнули. Какие-то люди ее вспугнули, и она убежала. А царапины это она. Это все она. Вот ей так хочется вам навредить. Хочется, конечно, в открытую навредить, потом выйти и сказать, это я сделала. Ну, видите, не хватает смелости, поэтому из-под тишка вредит. Ну и также она вас боится. Она действительно вас боится. Не сможет она ничего сделать. Ой, не сможет. Она, кстати, вам и вот эту личную жизнь закрывала. Вы знаете, как бы она там из себя ведьму не строила, а по факту настоящая ведьмочка – это вы. Тут у кого-то действительно ведьмские силы, а у кого-то настолько мощная энергетика, настолько острый ум, что вам и колдовать не надо. Да? Вы все можете просчитать, определить наперед, и как бы вам вообще-то не нужно. Да. Хотела вам, вот, чтобы жизнь ваша закрылась, потухла, удачу, везение, деньги забрать. Хотела вас, буквально лишить, да, всего, что у вас есть, и личную жизнь хотела вам закрыть. Но не получилось и не получится. Бездарность. Наглая деваха, бездарная, и еще и строит из себя. Ничего у нее не получится. И вы об этом не думаете. А да, она из-за вас страдает. У нее
жизнь как будто бы разделилась на до и после. Потому что до того, как ваши линии жизни пересеклись, она вполне себя комфортно чувствовала и корону свою очень так дерзко носила. Но когда появились вы, солнце потухло, да, и стало холодно, и стало некомфортно. А когда вы еще и начали щемить жало, вот тогда и настоящая боль пришла. И понимание, да, что я так, сошка, я песчинка под ее ногами. Вот как-то так. Конечно, ей это болит, конечно, ее это ранит. И я вам так скажу, у нее будущее закрытое. А это может говорить о том, что она может и пить начать, и спиться в короткий срок, и что она по глупости может что-то нехорошее натворить сама себе, сама с собой. И также может говорить о каких-то очень серьезных ментальных заболеваниях. То есть ее там прикроют. А какая жизнь, да, когда ты имеешь диагноз? Все, закончилось. Вот именно такое будущее для нее я вижу. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.